Прежде чем я начну свое выступление, скажу очень такое красивое выражение, которое мне очень нравится. Это то, что историю делают люди. Не знаю, кто это сказал, но, в общем, как раз к месту. Ну, а историю хранит музей. Город Касимов – один из самых интересных и необычных малых городов России, основанный примерно в 1152 году. Одно из важных мест в его истории занимает период существования татарского ханства. На сегодняшний день в Касимове сохранился ряд памятников, которые являются свидетелями тех далеких событий. Это ханская мечеть с минаретом, важнейший центр ислама в России. Она является смысловым и архитектурным центром площади, вокруг которой на протяжении столетий формировалась татарская слобода. Здесь же располагалась резиденция касимовских царей, и до настоящего времени сохранились важнейшие историко-культурные объекты. Это место имеет огромный исторический и культурный потенциал. Также в городе сохранились две гробницы. Это гробница Шаха-Али хана и гробница Афгана Мухаммеда Султана. Касимовский историко-культурный музей-заповедник, который был основан в 1919 году, собирает и бережно хранит культурное наследие народа. Сегодня фондовое собрание музея составляет более 42 тысяч единиц хранения. У истоков создания музея стояла группа увлеченных людей, знатоков и любителей родного края, многие из которых входили в местное отделение Общества исследователей Рязанского края, которое открылось в октябре 1921 года. Туда вошли энтузиасты, краеведы, художники и учителя, в том числе Китайцев Иван Александрович, Булатова Сагдия Хасановна, Мансуров Алексей Алексеевич, Федор Андреевич Дашков. Членом правления общества был избран Евлет Кильдеев. Краеведы совместно с музеем развернули активную работу по изучению уезда в историческом, этнографическом, археологическом отношении по сбору экспонатов. На страницах местной периодической печати они разъясняли населению цель создания музея и его задачи, публиковали письма признательности лицам, оказавшим услуги Касимовскому музею. Пополнение музея во многом происходило благодаря содействию членов этого отделения общества. Так, по просьбе уездного отдела народного образования был разослан циркуляр номер 808 по всем властным уполномоченным по народному образованию, в котором работникам просвещения вменялось собирать исчезнувший народный костюм. Культпросветам рекомендовалось обращать выручку со спектаклей на его приобретение. Учителям предложено обратиться к ученикам, чтобы они приносили из дома части перешитых костюмов. Ну, а уездный отдел народного образования внимательно следил за исполнением своего циркуляра. В формировании татарского отдела значительную роль сыграла местная учительница Сагдия Хасановна Булатова, заведующая национальным подотделом уездного отдела народного образования. Экспонаты она собирала в Касимове и близлежащих деревнях путем агитации, не затрачивая никаких средств. Булатова сама пополняла музей своими предметами, то есть сама приносила предметы из своего дома, и ее примеру последовали и другие женщины, передавшие в музей уцелевшие у них костюмы, украшения и предметы обихода. Так, ну вот наша Сагдия Хасановна Булатова, урожденная Шамсудинова, сама происходила из семьи учителей, очень известный человек. Краеведы и музейщики занимались также исследованием архитектурных памятников, имевших отношение к истории татарского народа. Вот следующий слайд. Так уже в 1921 году музей и краеведы обследовали монументальные памятники, такие как Старая мечеть с минаретом, Такие Шаха-Али хана, Такие Афгана Мухаммеда, Старопосадское кладбище и дом Бахтиярова. Ну, дом Бахтиярова сейчас не сохранился уже, его нету. Вот на этом месте в 30-е годы была построена школа. Основным мероприятием для пополнения музейного фонда являлись краеведческие экспедиции для агитации местных жителей, проживающих в татарских селах и деревнях. В отчете за февраль 1922 года значится: в ходе обследования татарской волости были определены основные занятия ее обывателей. Мужское население проявляло способности к торговле, а также к организации и ведению предприятий трактирного типа. До революции все фешенебельные рестораны Петербурга обслуживались почти исключительно касимовскими татарами. Многие сельские жители торговали мерлушкой, каракулем, точнее мерлушкой, а некоторые из них являлись значительными землевладельцами,
в Туркестане, где занимались холодководством. Женщины вели сельское хозяйство и занимались рукоделием. Ну, здесь на фотографии, да, Касимский Петряй. Исследователи отмечали, что мусульманскому костюму грозило исчезновение. Он выходит из употребления у местных жителей, поэтому его продавали мусульманам соседних Тамбовской и Симбирской губернии. Но тогда в музее, несмотря на нехватку средств, все же были приобретены немногие элементы одежды, головные уборы, а вдобавок и тканые изделия, украшения и сосуды. В феврале 1922 года в музее был открыт экспозиционный отдел татарского народного быта Касимовского уездного музея, так он раньше назывался. Это вот все первое поступление как раз здесь представлено, ну, часть, конечно, малые прям совсем. Сразу же после этого, в последующие месяцы этого года, этот отдел стал активно пополняться различными предметами, а посетителей, имевших возможность увидеть их в экспозиции, было немало. Учреждение для обозрения было открыто 3 раза в неделю. Вот музей сколько раз работал. Наталья Ивановна Лептева, ученый-этнограф, человек, который составил этнографическую карту по Рязанской губернии, побывала в музее в 1922 году, где она занималась изучением костюмов и была восхищена экспозицией. В своих отчетах она написала: «Касимовский уездный музей произвел на меня великолепное впечатление. В одну зиму сумели создать этнографический отдел, выявив почти весь уезд в отношении костюмов по районам. И этот музей послужил живым укором для Рязанского музея, который ведет свое начало еще от архивной комиссии и до сих пор не имеет этнографического отдела». В 1925 году была организована экспедиция совместно с Московским музеем Центрального промышленного округа под руководством профессора Куфтина и с участием членов общества краеведов Касимовского уезда. Следующий слайд. Так, это вот все, да, первое поступление. Следующий. Это вот тоже все, да, вот все первое поступление. Колпаки, большое количество разных головных уборов. Следующий слайд. Так, была организована, да, значит, экспедиция под руководством Куфтина и с участием членов общества краеведов Касимовского уезда, который представлял Алексей Алексеевич Мансур. Краеведы занимались исследованием народного быта в крестьянской среде татарского населения и прилегающих к городу Касиму деревень. В процессе экспедиции музей пополнился уникальными предметами и фотоматериалов касимовских татар. Фотографии, которые были сделаны как раз Куфтиным. Татар, которые проживали в деревнях Сиитово, Собакино, Самуиловка. В общем, эти деревни, они изначально, конечно, имели татарское название, потом со временем осталось только русское. Собранные экспонаты были представлены в экспозиции. По заметкам, сделанных во время экспедиции, Мансуровым Алексеем Алексеевичем вышли материалы по изучению быта касимских татар, которые были опубликованы в журнале «Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей Рязанского края» 1928 года. Постепенно, благодаря местным исследователям и краеведам, а также при участии местных жителей, сформировалась богатая коллекция этнографий касимских татар, которая включает в себя костюмы, украшения, предметы быта. Следует отметить, что ценным музейным артефактами являются не только вещественные источники, но и письменные. Особое место в музейном собрании занимает рукописи касимовского архитектора-самоучки Ивана Сергеевича Гагина, который посвятил всю свою жизнь изучению родного края. Он проделал кропотливую работу по изучению древних источников по Касимову, собирал местные предания и описал целый ряд археологических памятников. Так, это вот то, что пользуется у нас самым таким популярностью. Его работа: планы фасад татарской мечети с минаретом и планы фасад мавзолеев. Музей также является обладателем интересной коллекции литографий и шамаилей, которая начала формироваться еще в первые годы создания музея. Следующий слайд. Да. Такие вот очень интересные. Литография, кстати, была из ханской мечети передана. Такая, где гробница Магомед. И таких очень много, да, литографий печатных. Следующий слайд. Такие есть, да, тоже очень интересные шамаили. Активно коллекция начала пополняться, точнее продолжила пополняться уже в 1950-е годы, когда стала формироваться новая экспозиция. Сотрудники были командированы в село Подлипки для пополнения фондового собрания. Для этого были выделены деньги на как раз, в общем-то, приобретение этих вещей. И благодаря этому сотрудникам было приобретено большое количество камзолов и головных уборов. Некоторые из них того времени. Да, такие великолепные работы.
вещи такие, очень хорошие. Ну, следующий слайд. В 1939 году музей переехал в здание ханской мечети, бывшей Мулановой мечети, Фатахиддин Баширов. Здесь вот вы как раз его видите на фотографии. Он изначально был, в общем, недоволен тем, что музей стал располагаться в ханской мечети, но потом, когда местные жители стали рассказывать про музей, что очень довольны тем, как музей, как здание сохранилось, и, в общем-то, что даже он пришел в музей и извинился за горячность. Также известно от местных жителей, по рассказам местных жителей, что уже когда был старенький, он ослеп, и его приводили в мечеть, чтобы он смотрел, как сказать, трогал, в общем, михраб ощупывал. Вот. То есть это тоже такой вот рассказ местных жителей. И, кстати, тоже сделал дар в музей, подарил свой посох. Вот. Ну, еще там книги он тоже подарил. И как раз вот посох был выставлен тоже в экспозиции, когда открылась новая экспозиция. Так, следующий слайд. Да, вот как выглядела экспозиция в 50-х годах. Был еще михраб. Вот, минбар. Минбар не сохранился, к сожалению. Отдельного внимания заслуживают люди, которые занимались изучением темы касимских татар. Они внесли большой вклад в пополнение коллекции. Это Ахмед Муртазинович Шимбаев, очень известный человек в нашем городе. Следующий слайд. Да, вы видите. Кстати, вот фотографий Ахмеда Муртазиновича практически нет. Человек очень не любил фотографироваться, и поэтому он сам любил фотографировать. Вот, у него очень большой был фотофонд, но сам фотографироваться он не любил, в общем-то. Поэтому сложно всегда выбрать фотографию. Ахмед Муртазинович Шимбаев, учитель, краевед, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Касимова, был истинным хранителем памяти об истории города и района, о событиях и людях. Ахмед Муртазинович очень многое сделал для возрождения национальных традиций и татарского населения края. Ибрагим Хусаинович Арсланов, тоже вот здесь вот на фотографии мы его видим. Он очень тесно сотрудничал с Касимским краеведческим музеем и передал в наш музей несколько альбомов фотографий, запечатлевших касимских татар. Вел переписку с сотрудниками музея и помогал в пополнении фондов. Много очень книг подарил тоже. Семья Башировых. Значит, Фарханас Фатахуддин Баширова. Она была как раз дочерью Булы. Происходила тоже из учительской семьи. Вот, сама она тоже педагог. Вот, она передала в музей свою библиотеку и, кстати, сотрудничала еще, мне кажется, тоже с Казанью. Вот, значит, тоже свои книги из своей библиотеки, в общем-то, дарила в другие города. Комплектование коллекции продолжается и сегодня. Вот последнее поступление, следующий слайд. Тоже вот такие вот очень интересные вещи передали. Сейчас, конечно, уже с пополнением фонда вот конкретно именно каких-то вот таких вот редких предметов очень сложно. Их, можно сказать, практически не осталось уже, к сожалению, а те, что остались, люди не хотят делиться. То есть отдавать уже редкий раз, когда. Вот, значит, вот эти вот, да, последние поступления. Комод, не комод, а вот буфет и подзор. Тоже вот здесь вот вы видите, очень красивый такой. Подарила семья Тканаевых. Тоже они у нас из Касимова, татарская семья. И также вот библиотека еще у нас часто, вот, кстати, пополняется разными книгами. Такой, наверное, больше, как сказать, на сегодняшний день основное вот пополнение это у нас книгами больше вот отдают там труды, кто тоже вот изучает тем свои родословные и потом передают в наш музей. Интерес к музейной коллекции этнографии касимских татар не угасает и сегодня. В музей постоянно поступают запросы от людей, которые изучают свою родословную, от исследователей, занимающихся изучением данной темы. На этом все. Такой небольшой краткий обзор. Вот. И приглашаю всех посетить наш музей и побывать в нашем городе, кто еще не был.